Ингуши водили американцев в кино. Все началось в первой половине 20 века, когда поток эмигрантов хлынул из России в Америку. Среди них были и наши земляки Саид Хаджи Талдиев, Магомед Добриев, Шамиль Агушков и Берт Катиев. Друзья купили несколько синематографов и начали организовывать показы фильмов. Посмотреть на это чудо шли толпами. Вскоре они приобрели свою собственную киностудию. Трое ингушей, Саид Хаджи Талдиев, Икажев и Магомед Добриев, отправились в поиск лучшей жизни в Америку. Их путешествие проходило через Италию, Турцию и Мексику, а закончилось в Лос-Анджелесе, который только начинал свой путь к статусу мировой киноиндустрии. Лидером тройки был Саид Хаджи Талдиев, который владел 6 языками. В те годы в Лос-Анджелесе набирали популярность маленькие кинотеатры. Кино – волшебное искусство, к которому неравнодушен каждый. Этот увлекательный мир подарили нам братья Люмьер. В 1892 году они начали работу над аппаратом движущихся картинок. Когда он был доведен до рабочего состояния, братья начали снимать первые фильмы. Демонстрация первого в мире кинофильма произошла в 1895 году. Братьями Люмьер была снята картина под названием «Прибытие поезда». Сюжет был незамысловат, однако представившееся в фильме чудо повергло в шок зрителей. Ведь никто не мог поверить в то, что, сидя на кресле, можно увидеть надвигающийся на тебя состав. Огромный вклад в развитие международного киноискусства внес Шамиль Ахушков. Писатель, литературный критик, сценарист. Он много работал, сумев обратить на себя внимание Максима Горького, а позже и Сергея Эйзенштейна. Все это подтверждают документы, обнаруженные известным ингушским краеведом Берснако Газиковым в архивах нашей страны. Это люди, которые стояли у истоков советского кино. Для меня всегда было интересно, как это так получилось, что ингуши, живущие в горах, и вдруг кино. И вот, исследуя данную тему, мы впервые обнаружили ингушей, связанных с кино. Это в фильме «Уход великого старца», это 1912 год, где фильм, который финансировала Софья Андреевна Берс, жена Льва Николаевича Толстого. В этом фильме есть сюжет, связанный с охраной Ясной Поляны, где в охране служили ингуши. Это первый фильм, который мне попался, так бы сказать, где участвуют ингуши. Ингуш у руля крупнейшей кинофабрики. В статье под таким заголовком наши земляки впервые узнали о Берде Катиеве. Одна из крупнейших кинофабрик СССР развивалась под его началом в 1928 году. Он старался привлекать только лучших советских мастеров экрана того времени. Это, например, Паустовский и Шкловский. О таких людях нельзя забывать, их нужно прославлять, отметил президент гильдии кинематографистов России Алексей Олешковский. Это ваша задача, это ваша работа, с которой мы будем рады помогать. И это, наверное, одна из самых важных задач Союза кинематографистов – развитие регионального кинематографа. Поэтому желаю больших удач новому ингушскому кино. Ингушские кинематографисты у истоков российского и мирового кинематографа. Киновечера под таким названием проходят с 6 по 8 октября в школах и в культурных учреждениях региона. Ждут всех, кого интересует кино и культура народа. Даже для многих ингушей информация о таких людях – это большое открытие, говорит председатель ингушского отделения Союза кинематографистов России Мадина Дзортова. Чтобы собрать все пазлы этой удивительной истории ингушских друзей в Голливуде, была проделана большая работа. Команда, которая со мной работала в подготовке этого мероприятия, они даже дошли до Чукотки, созванивались со всеми, нашли внуков, вы все видели. И я очень благодарна Союзу кинематографистов, Министерству культуры Российской Федерации, Министерству культуры Республики Ингушетия, всем моим коллегам, которые приехали именно на это мероприятие. Действительно, это большой исторический момент, когда мы понимаем, что вот действительно стояли ингуши не кто-нибудь, а ингуши стояли у истоков мирового кинематографа. В завершение встречи зрителям и слушателям представили фильм Тимура Хвана «Командир». Он сегодня в числе почетных гостей. История о друзьях-ингушах, которые покоряли мировое кино, вдохновила его на новый проект. Фильм про этих людей может стать настоящей визитной карточкой Республики Ингушетия. Может, вы бы захотели его снять? С удовольствием. Я бы с удовольствием этим занялся, потому что я вижу прям потенциал
потому что там столько событий, еще и Голливуд, еще, то есть там столько всего, что можно... Не надо придумывать, просто надо хорошо покопаться. Десятки лет спустя, в дни празднования векового юбилея ингушской государственности, мы вспоминаем тех, кто навсегда прославил свой народ и свою страну в мировом кинематографе. Ни одно из искусств не может запечатлеть время, кроме кино. С этими словами советского режиссера Андрея Тарковского нельзя не согласиться. Организаторы встречи надеются, имена наших земляков в мире кино будут звучать чаще. Амина Зязикова, Алисхан Горовожев, Магаз 24.